Шум врачи, я Ялгатненин. Доброго здоровья, друзья! В начале каждого выпуска мы говорим про свои свободные и независимые государства на развалинах бывшей России. Нас спрашивают, почему мы так уверены, что Россия развалится? Но распад уже идет. Разве вы сами этого не замечаете? Или то, что творит Москва, можно назвать созиданием? Это агония. Идет третий и последний этап распада. Она могла бы еще долго гнить потихоньку, но псих, который объявил о вставании с колен, вместо кнопки «Старт» нажал на кнопку «Самоликвидация». Понятно, что нелепо повторять суицидальный опыт России, но какими будут наши новые государства? Мы отложили в сторону все другие темы и отвечаем. Разумеется, что представители каждого движения будут говорить о своих республиках. Подписывайтесь на наш канал, и сегодня мы говорим про нашу будущую республику Эрзя-Мастор, страна Эрзян. Я Булен Сирис, Инязор народа Эрзя. Наш первый выпуск о политической системе, частной собственности, праве на владение оружием и самоуправлении. В 22 году в эстонском городе Отепя состоялся Эрзянский съезд. Отепя переводится как «голова медведя», на эрзянском «Оутупря». Правда, похоже? К тому времени эрзянам уже было понятно, что попытки достучаться до мордовской власти и призвать ее к выполнению обещаний времен создания федерации смысла не имеют. Мордовский чиновник – это халуй московской власти, который помогает ей превращать нас в русских. Москва не оставила нам выбора. Разговоры о создании Эрзянской республики ведутся давно, но раньше мы как мантру повторяли только по старым административным границам. Границам, которые были нарисованы в Кремле без учета расселения наших народов, не говоря уже о наших интересах. Полномасштабное вторжение России в Украину окончательно вывело агрессора за рамки международного правового поля. Это уже не государство, а бандитская группировка, террористы. А переговоры с террористами не могут быть длиннее автоматной очереди. Вот с такими мыслями ехали эрзяне на свой съезд, который завершился принятием резолюции, положения о гербе и гимне, он сейчас звучит. Съезд четко заявил, читаю, сохранение эрзянского народа, его развитие и реализация национальных, экономических, политических и других прав возможны только в самостоятельном государстве. Создание Эрзянь-Мастор является главной задачей эрзянского национального движения. Точка. Съезд также утвердил положение о территории и границах. Мы, делегаты Эрзянского национального съезда, осознавая ответственность перед эрзянским народом, историей и будущими поколениями эрзян, определили границы Эрзянь-Мастор, государства, борьба за которое является священным и обязательным заданием каждого эрзянского патриота. Признаем Республику Мордовия, Пензенскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Рязанскую и Самарскую области нелегитимными территориально-административными образованиями, а их органы власти не имеющими права представлять многонациональное население наших территорий. Нет, мы не собираемся никого и ничего завоевывать. Ни в коем случае. Это эрзянский проект. Это наше предложение и приглашение всем вместе решить, каким оно будет. Мы готовы уже сегодня говорить на равных с представителями этих территорий, независимо от национальности. Именно это отличает нас от Москвы, которая тоже готовится к своему распаду. Движение первых, время героев, уроки мужества, русская община. Для чего все это? Зайдите на сайт общины, цитата. «Русская община – среда для объединения русских людей. Цели – организация общин на местах и установление связей между ними. Единение русских людей для всех видов помощи. Развитие русского самоуправления и предпринимательства». Конец цитаты. Для них нас уже нет. А на Эрзянском съезде были представители от народов Коми, Мари, эстонцы, Ижора, Сету, Выру, Суоми. Приехали не все, кого мы хотели бы видеть. По разным причинам. Кто не смог, а кто-то и не захотел. Республика Мордовия начиналась как Эрзяно-Макшанский округ, переименованный в Мордовский. Таким образом была узаконена кличка Мордва. Эрзянское национальное движение возникло в конце 80-х годов прошлого века, как Эрзянское. Но сразу после этого в него запросились макшане. А как же мы? Мы же один народ, мордовский имеется в виду народ, которого нет. И власть поддержала эту идею, потому что без мордовского народа нет мордовской власти. После горячих дискуссий большинство эрзян проголосовало за объединение. Каков результат? Все те общие эрзяно-макшанские организации и общества или похоронены, или стали верными слугами власти.
Съезд в Эстонии организовали те, кто считает верными слова Марии Кемаль: «Два языка, два народа». После съезда нас обвинили в том, что мы назвали страну Эрзянь-Мастер, а не Эрзя-Мокшань-Мастер. Назвали бы Эрзя-Мокшань-Мастер, нас бы обвинили все равно. Почему без спроса? А у кого спрашивать? Макшане возмутились. Это что, наказание за нашу пассивность? Нет, друзья, это из-за отсутствия вашей активности. Мы не могли ждать, пока вы проснетесь. Наша логика проста и понятна. Мы помогаем макшанам в создании Макшанской республики в составе Эрзянь-Мастер на территории, которая в разы превышает размеры сегодняшних макшанских районов, вместе взятых. После формирования Макшанской республики, после образования активного национального движения, мы готовы помочь макшанам отделиться и создать свое отдельное государство. Дружить с государствами – это здорово, хотя мы заинтересованы в том, чтобы макшане остались. И поэтому наша цель – создать такое государство, из которого никому никуда не хотелось бы уезжать или уходить. Нас радует, что в Лиге свободных наций уже есть представители макшанского народа. Эрзяне готовы к переговорам. Нас ни эрзян, ни макшан не спрашивали в прошлом, как назвать будущую Мордовию, в каких границах, а не создать ли отдельные два государства для Эрзя и Мокша. Что для нас лучше, латиница или кириллица? Не спрашивали. И что в результате? Проект Мордовия банкрот. Селам, простите, хана. Школы и больницы закрываются, дороги разрушаются, а открытие автобусной остановки становится новостью республиканского масштаба. У нас уже есть пакет документов по проекту Эрзянь-Мастер. Он готовился с учетом опыта тех стран, которые возглавляют списки стран по рейтингу счастья, продолжительности и качества жизни. Швейцария, Финляндия, Эстония, Австралия, Норвегия, Дания, Швеция. Проект не завершен. Точку поставит следующий Эрзянский съезд. Понятно, что в рамках одного выпуска мы не сумеем рассказать о нем подробно. Остановимся на ключевых моментах и приглашаем к обсуждению. Территория определяется Конституцией, не подлежит изменению без согласия граждан республики и включает в себя земли Республики Мордовия, Пензенскую, Ульяновскую, части Нижегородской, Рязанской и Самарской областей. Административно это 8 кантонов на Эрзянском Йонгст, из них 2 татарских – Лямбирь и Мелекес. Далее Арзамас, Саров, Саранск, Кузнецк, Сызрань, Рав-Ош, город на Волге, пока это Ульяновск, и Макшанская автономная республика, которая имеет особый статус, собственную конституцию, широкое политическое и экономическое самоуправление. Политическая система имеет 2 уровня – федеральный, общегосударственные решения, и региональные, где решаются задачи кантонов и Макшанской республики. Каждый уровень обладает собственными органами исполнительной, законодательной и судебной власти. Судебная разделена на финансовые, трудовые, гражданские и уголовные суды. В однопалатный парламент Атянизем, это скамья старейшин, избираются по 10 депутатов от каждого кантона и 11 от Макшанской республики. Всего 91 депутат. Атянь-Эзем избирается в ходе всеобщих, прямых, свободных и равных выборов при тайном голосовании. Система формирования парламента пропорциональная, но места получают только те партии, которые набрали не менее 5% голосов. Каждый кантон имеет собственный парламент из 71 депутата, кроме кантона Лямбирь, он меньше остальных, где 31 депутат. Парламенты кантонов избираются по 2 спискам – по мажоритарной системе и по партийному списку. Атянизем принимает конституцию и законы, назначает премьер-министра, выбирает инязора и контролирует деятельность правительства. Глава исполнительной власти – премьер-министр. Он выдвигается парламентским большинством и формирует правительство. Инязор – глава государства, исполняющий представительские функции. Меня часто спрашивают, вижу ли я себя инязором будущего государства. Ответ – нет. На территории Эрзя-Мастер есть люди значительно умнее, образованнее и, главное, моложе. Принимать участие в формировании органов Кирдиюр, системы власти, могут только эрзяне. Эрзяне – это люди, которые открыто и публично заявляют о своей принадлежности к эрзянской нации. Имеется в виду политическая нация, а не этническое происхождение. Здесь есть о чем и поговорить, и поспорить. Ждем ваши вопросы. Конституция утверждает абсолютный примат частной собственности, как индивидуальной, так и коллективной. Собственность распространяется на недра, воздушное пространство и на все продукты интеллектуальной деятельности. Уверены, что это является одним из ключевых моментов для стимулирования развития экономики и привлечения инвестиций. Такой подход существенно ограничивает условия возникновения коррупционной ренты и хитро-мудрых схем.
В законе четко закреплены положения об ответственности за состояние собственности и нанесение вреда этой собственности, особенно когда речь идет об окружающей среде. В Конституции Эрзя Мастор закреплено право граждан на свободное владение и скрытое ношение оружия. Наши оппоненты пугают, что это вызовет рост числа преступлений. Этот бред придумала и внушает сегодняшняя власть. У бандитов уже есть оружие. У власти, у слуг народа уже есть оружие. Росгвардия, полиция, ФСБ. А у народа, у хозяина, у источника власти его нет. Ему, видишь ли, его слуга власть не доверяет. Поэтому каждый гражданин Эрзя Мастер имеет право на владение огнестрельным оружием для защиты своей жизни и здоровья, жилья и собственности, жизни и здоровья других людей, конституционных прав и свобод в случае попыток узурпации власти, посягательства на конституционный строй и суверенитет и на территориальную целостность Эрзя Мастер. Право на владение оружием регулируется законом и может быть ограничено только по решению суда в отношении отдельного лица. 3 аргумента в пользу этого решения. Первый. Распад РФ будет сопровождаться коллапсом органов власти и усилением роли криминалитета. Поэтому людям будет просто необходима защита от посягательства на их собственность, на их жизнь, на попытки незаконного лишения их свободы. Как вы думаете, как действует на желание бандита ограбить знание того, что в доме есть оружие и в соседнем тоже? Правильно, желание отпадает. Приедет ли русская община разбираться в село, где все население вооружено? Ответ понятен. Это вам не торговцев по рынку гонять. Следующее. Оружие дает возможность препятствовать любым попыткам узурпации власти и установления диктата. Граждане будут готовы к силовому противодействию. То есть власть должна понимать, что нарушать закон граждане не позволят. И не последнее, но мы на этом остановимся. Свободное владение оружием создает условия для формирования территориальных частей, которые наряду с армией обороняют свою страну от внешней агрессии. Как в Швейцарии. По оружию есть замечание. Если владелец нарушает нормы закона про оружие, он лишается всех прав, предусмотренных этим законом. Пожизненно. Например, напился и подрался, напился и стрельнул, и у тебя уже нет ни пистолета, ни автомата и никогда не будет. 100 раз задумаешься. Тупить or not тупить. Кстати, закон про оружие касается не только граждан, но и гражданок. Тоже есть о чем подумать. Гражданинам. В республике предусмотрено местное самоуправление на базе финансово независимых территориальных, например, коммун. То есть уже 3 уровня – федерация, кантоны и коммуны. Коммуны исключительно сами распоряжаются своими доходами от местных налогов, то есть имеют свои собственные счета, куда поступают местные налоги и другие доходы от деятельности самих коммун. Жители самостоятельно решают вопросы развития социальной инфраструктуры, в том числе объектов образования и культуры, медицинских услуг и прочее. Роль государства регулирующая и заключается в контроле за соблюдением стандартов образования, медобслуживания и сохранения культурного наследия. Например, вмешательство со стороны правительства в корпоративные и личные вопросы граждан должно быть минимальным. Поэтому не нужен такой раздутый государственный аппарат, как сегодня в Мордовии. Знаете, сколько министров в Швейцарии? 7. Высший орган исполнительной власти – это структура в составе 7 министров. В Мордовии сейчас 15 министров и 5 председателей комитетов, 72 заместителя, 202 отдела. Особенно восхитил комитет по тарифам, который занимается регулированием тарифов и контролем за ценообразованием. Это экономический бред. Министерство лесного хозяйства – 18 отделов. А знаете, сколько отделов Министерства лесного хозяйства в Швейцарии? А там нет такого министерства. Хотя лесов в 2 раза больше, чем в Мордовии. А еще в Саранске администрация главы, его секретариат председателя правительства и еще 20 всяких служб, управлений и отделов. ВВП Швейцарии – 885 миллиардов долларов. ВВП Мордовии – 329 миллиардов рублей. В 300 раз меньше, чем в Швейцарии. ВВП на каждого швейцарца – 10 миллионов рублей, а на одного мордовца – 284 тысячи рублей. Для понимания, там 10 новых авто «Лада Гранта», а в Мордовии одна «Лада Гранта», и она 12-летняя. Тем не менее, в Мордовии есть люди, которые считают, что швейцарцы им жутко завидуют. Так почему у 7 министров страна лучше, чем у Гауляя Раздунова с его армией чиновников? Все очень просто. Разные политические и экономические институции. В России абсолютно большая часть общества исключена из процесса принятия политических решений. То есть все, кто не относится к элите, лишены прав. Есть рабы, есть хозяева. А это наше время неизбежно ведет к остановке экономического роста, что мы и видим сегодня в России. В этом причина идиотских решений Госдумы. А в Швейцарии все слои общества включены в экономическую и политическую жизнь, и поэтому она процветает. В Мордовии после вопроса «ты что, самый умный?» посылают «на».
А в Швейцарии самому умному предлагают войти в правительство. Представление оппозиции в правительстве предусмотрено законом. В нашем следующем выпуске мы говорим про экономику, государственную идеологию, армию и судебную систему. Напишите нам, что вы думаете по поводу услышанного. Под видео указана почта prompts2022 @gmail.com.